Создавать авторские анимации, моделировать роботов и многое другое. Этому учащихся 3-й Нестеровской школы учат в образовательном центре «Точка роста». Дети с удовольствием осваивают передовые технологии и развивают свои способности. Современное оборудование для практических занятий по физике, химии, биологии и информатике. Все это позволяет школьникам изучать современные компетенции, освоить не только учебную программу, но и заниматься дополнительно. Программа «Точки роста» направлена на подготовку детей по цифровому, техническому и гуманитарному направлениям. Центры образования открываются с 2019 года в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта образования. В Ингушетии таких центров уже около 70. За этот год открыто более 10. Есть успехи и по другим программам нацпроекта. В этом году были созданы 12 центров так называемых «Точки роста». Также в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» было отремонтировано у нас 3 спортивных зала, было установлено 4 воркаут площадки и было создано 7 спортивных клубов на базе наших общеобразовательных организаций. Также, как уже все знают, на территории сельского поселения Яндари у нас был открыт центр одаренных детей. И, соответственно, в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» у нас на территории, на базе 4 учреждений среднего профессионального образования было создано 11 мастерских. Нацпроект образования является локомотивом в вопросе улучшения образования республики. В рамках проекта в регионе построено несколько десятков новых школ, а для ликвидации двусменного режима обучения федеральным центром направлено свыше 19 миллиардов рублей. Национальный проект у нас на образование выделено 19 миллиардов. Цифры, посмотрите, какие нам дают. Потому что у нас двухсменка еще. У нас около 20 тысяч, наверное, еще двухсменка. Это когда с президентом говорили, он говорит, у вас еще 24 за период там уже построили мы. Нам еще продлили, мы еще будем строить школы, детские сады, потому что нам нужно это делать. Уже построенные детские сады и школы, у нас безработица, особенно женская наша половина, где наши сестры, снохи, мамы. 12 тысяч рабочих мест создано буквально за 2-3 года. В детских садах женщин, в школах женщин. Мы еще сейчас сдавать будем 18, да? 18 школ сдадим в этом году. И 8 детских садов. 8 детских садов. В среднем это около 100 на каждую школу учителя. И в детском саду 40-45. И помножьте, еще сколько будет у нас рабочих мест. То есть государство, федеральный центр, президент не разделяли, чтобы субъекты внес такое предложение. И указом нацпроекты нам дал. Для чего? Потому что у меня получится поехать в Москву, договориться, Ярославлю, Самаре, Саратову. А здесь не получится, но разные чиновники. А он одинаково всем взял. Нацпроект, держите их, нацпроекты, и будьте добры, вот вам деньги, вот вам нацпроекты по количеству ваших безработных, детей, школьников, больниц. Он президент, за всех подумал. Великолепный указ о нацпроектах. Школы мы строим. Но некоторые школы, 23 объекта, достраивали. Новые школы появляются как в центральных районах республики, так и в отдаленных селах. Среди последних центр подготовки одаренных детей «Олимп» в Яндаре и 4-я школа в Сунже. На сегодняшний день у нас ведется строительство 16 общеобразовательных организаций на территории республики. Все они мы планируем, по крайней мере, ожидаем, что в соответствии с соглашением, которое у нас заключено между правительством Республики Ингушетия, между Министерством просвещения, что все эти организации мы ведем в эксплуатацию до конца текущего года. Важную роль в вопросе улучшения качества образования сыграла и федеральная целевая программа развития образования. Так, за 1 год провели капремонт в 13 общеобразовательных учреждениях республики. С новым учебным годом дети просто не узнали свои альма-матер. Эти объекты уже начали функционировать, они эксплуатируются, и на сегодняшний день руководителям образовательных организаций никаких, скажем так,
пожеланий, да, там, как бы отрицательных уже пока выявлено не было. В тех случаях, где это было возможно, подрядные организации действительно шли нам навстречу, и был выполнен ряд работ, да, которые не были предусмотрены и правилами предоставления субсидий, и не были прописаны в проектно-сметной документации. Но как бы подрядчики, подрядные организации шли нам навстречу, да, понимали ситуацию наших школ, и действительно многие работы были выделены, были проведены не по проекту. Работа программы по капитальному ремонту школ в республике будет продолжена и в следующем году, а национальный проект образования по плану будет реализовываться до конца 2024 года. У региона есть еще 1,5 года, чтобы достичь поставленных целей. Муслим Ганиев, Мухаммед Билакиев, Новости 24.